прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Они не жалеют ни времени, ни сил. 70% времени это уходит именно на общественную деятельность. Кого сегодня наградил Рустам Минниханов, расскажет Дмитрий Аринин. Договор расторгнут в одностороннем порядке. В договоре у нас сказано, что они нам предоставляют график платежей, что нам дают ключи, что я заселяюсь. В чем причина и что делать в многодетной семье, разбирался Салават Ахмадуллин. Тебе здесь не место. Ты это место купил, что ли, говорят? Соседи ограничивают в возможностях инвалида из Альметьевска. Дорогу к дому вместе с ними искала Филюза Хамидуллина. Десятки километров, чтобы отправить письмо. 4 раза я пришла, эта почта закрыта. О беспокойствах жителей деревни Высокогорского района Альбина Аслагараева. Эти люди находят время не только на работу, но и общественные дела, причем в масштабах республики. Сегодня Рустам Минниханов наградил лауреатов премии за вклад в развитие институтов гражданского общества Татарстана. Эта награда вручается в республике с 2015 года. В этом году из 60-90 определили 8 победителей. Кто они, двигатели бескорыстных инициатив, расскажет Дмитрий Аринин. Обычно эти люди привыкли быть в центре внимания не к себе, а к общему делу. Собственно, они и побуждают проявлять интерес и не оставаться в стороне. Как отметил Рустам Минниханов, благодаря активистам-общественникам Татарстан – один из лидеров в стране по народным инициативам. Наша республика вместе с Москвой и Санкт-Петербургом входит в тройку лидеров по итогам конкурса фонда президентских грантов для НКО. Это стало возможным благодаря активности и качеству проектов наших некоммерческих организаций и их совместной работы с органами власти. Бескорыстным активистам не только почет, но и премии. Один из лауреатов Тимур Халиков. У него, как говорит, на общественную работу уходит 70% времени. Это руководство региональным отделением Бессмертного полка, работа в Республиканской общественной палате и участие в Совете по деятельности естественных монополий. Бессмертный полк в Татарстане ежегодно собирает более 100 тысяч человек. Дедушка, бабушка, когда воспитывали, они все время говорили в традициях о том, что нужно помогать старшим. Да? Вот с таких же начинаются элементы воспитания. Потом ты ассоциируешь себя вот с обществом, которое проживает вокруг тебя. Есть же проблемные зоны, в которые погружаются общественники, где пытаются предложить альтернативные какие-то решения. Если эти решения оказываются удачными, успешными, то, безусловно, это есть определенный элемент удовлетворения. У Ольги Тимуцы путь в общественники начался с истории собственной дочери. У девочки синдром Ретта. Сейчас женщина организовала благотворительный фонд и Всероссийскую ассоциацию для людей с таким заболеванием. Таких семей в России более 300. За помощью они обращаются в ее фонд. Конечно, это трудный путь. Конечно, донести до общества то, чем живет семья тяжело больного ребенка, очень сложно. Но поскольку моей дочери 23 года, и мы больше 20 лет собираем информацию о заболевании, которым она страдает, я могу сказать, что это длинный путь, но он дает положительные результаты. И я очень рада, что я могу помогать таким семьям. Рифат Ганибаев уже 30 лет помогает идти по жизни и не опускать руки людям с инвалидностью. Организация, которую он возглавляет, занимается социальным обеспечением и трудоустройством. Самое что интересное, тогда создавался институт, структура социальной защиты инвалидов, и мы вместе с государством этот институт создавали. Сегодня мы видим целый спектр мер государственной поддержки. И таких общественных активистов в республике много. На премии выдвинули 69 номинантов. По решению Рустама Минниханова число победителей премий было расширено с 5 до 8. Представлено было много районов, много кандидатов различных направлений. И у нас огромное количество общественных формирований в республике, и поэтому действительно было трудно избрать. Но я надеюсь, что все оценят по достоинству тех кандидатов, тех лауреатов, которые определены сегодня президентом республики. И сегодня также премии получили благотворительные, женские, молодежные организации. Это 250 тысяч рублей лично и 400 на общественную организацию. Дмитрий Аринин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань.
И вот еще одна инициатива. 45 международных аэропортов получат имена знаменитых российских соотечественников. В их числе и татарстанские воздушные ворота Бегишева и Казань. Стартовал проект «Великие имена России». Новое имя аэропорту будут выбирать сами горожане. Уже сегодня начался отбор. Предложение можно оставлять в соцсетях на официальной страничке проекта. После народного голосования останутся только 10 претендентов. Из них эксперты отберут тройку имен лидеров. 5 декабря объявят имена победителей. Кто может претендовать? Это политические и общественные лидеры, ученые, изобретатели, деятели культуры, спорта и другие, государственное управление, медицина, образование. Не могут претендовать политики из новейшей истории. И сегодня мы узнали у руководства аэропортов и казанцев, как они относятся к этой инициативе. Мы считаем это хорошей возможностью для популяризации отечественной истории и культуры. Это, несомненно, сделает Республику Татарстан более узнаваемой на международной арене. Как варианты мы рассматриваем имя великого химика Дмитрия Ивановича Менделеева. Можно назвать аэропорт в честь авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева. Ну и третий вариант у нас связан с Елабугой. Иван Иванович Шишкин. Вообще в мире это принято, что называют историческими какими-то выдающимися людьми. Но это уже народ, наверное, решать, как опрос, как везде сейчас, голосование какое-то и высказывание за и против. Я думаю, что сам народ должен принимать это решение. Чисто от народа зависит. Татарстан, это пускай будут татарские наши писатели, пускай будут известны, я так считаю. За то, чтобы аэропорты больше оставались в памяти, чтобы это не гадай, как он называется, а чтобы в честь кого-то, который ты знаешь. Я думаю, это не так уж важно, наверное, потому что это, если были бы улицы там или поселки, города, там вот Петербург, там Ленинград, вот такие. Я считаю важным, потому что аэропорты, они встречают многих гостей из других стран мира. И если приехавшие уж гости будут знать, кто тут родился, кто тут вырос и что он сделал, я думаю, это хорошо. И я бы, наверное, назвала именем Габдуллы Тукая. В результате совместной спецоперации ФСБ, МВД и Нацгвардии задержаны глава российского крыла и лидеры региональной структуры международной террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами. Она запрещена в России. Проверки прошли в Челнах, Казани и Чистополе. Как выяснилось, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержанные вели работу по созданию в России сетевой закрытой структуры, решали задачи по пополнению боевых формирований на территориях стран Ближнего Востока. В ходе обысков обнаружены изъятые материалы пропаганды и отчеты о проделанной работе. Задержанные сейчас арестованы. Казанский Кремль не поддерживает подходы, когда с участниками программы социальной ипотеки расторгают договоры в одностороннем порядке. Об этом сообщила сегодня Лилия Галимова во время брифинга в Доме правительства. Напомним, накануне появилась информация, что с многодетной семьей разорвали договор. Почему одна сторона перестала платить, а вторая расторгнула документ? Разбирался Салават Мухаммадуллин. Фонд расторгает настоящий договор в одностороннем порядке. Вот такое извещение мне пришло в мой день рождения, так скажем. А значит, квартиры больше нет. Такой подарок ждал многодетную маму Эльвиру Саткину на именины. Новую квартиру по социальной ипотеке ждет уже 4 года. В 2014-м она встала в очередь и начала платить взносы. В конце прошлого года выиграла свои метры в недостроенном доме в Салават-Купаре. В январе платежи прекратила. Потом у нас в договоре не сказано, то, что мы должны после получения вот этого предварительного протокола оплачивать дальше. Потому что в договоре у нас сказано, что они нам предоставляют график платежей, что нам дают ключи, что я заселяюсь, и дальше, соответственно, я выплачиваю по ипотеке. Судя по извещению от Госжилфонда, отсутствие платежей и стало причиной расторжения документа. Но женщина считает, она не обязана платить после выигрыша квартиры, тем более дом еще не готов к заселению. Дом 11,5 Эльвиры Саткиной в Салават-Купаре считается проблемным. Сроки его сдачи переносились уже не раз и не два, а в августе в нем сменили подрядчика. И сроки снова перенеслись. На ситуацию сегодня отреагировали в Казанском Кремле. Отвечая на вопрос журналистов, здесь отметили, такие подходы не поддерживают. Вчера Рустам Нургалевич дал жесткое поручение руководителю фонда для того, чтобы он эту ситуацию все разобрал и сделал заявление для прессы. С чем это связано, мы, безусловно, не поддерживаем такие решения.
И поэтому я думаю, что в ближайшее время руководство фонда обязательно выступит перед прессой и сделает все необходимые заявления на этот счет. Были ли в договоре прописаны те условия, когда от момента выигрыша и до заселения разрешается отсрочка платежа? Кого еще ждет такая участь? Вопросы мы сегодня адресовали Госжилфонд Республики. На момент выхода материала в эфир ответ в редакцию не поступил. Мы ждем, что на этой неделе фонд представит свою позицию. Салават Мухаммадуллин, Александр Лобанов, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Дома сдали, про благоустройство забыли. Такие жалобы поступили в службу новостей от жителей 14-го комплекса Чернилского поселка Зяб. По их словам, у них нет ни нормальной автомобильной дороги, ни тротуара. Ситуация усугубилась с наступлением осени. Светлана Звонарева разбиралась в проблеме. В новый дом 14/01А поселка Зяб Алена Динмухаметова переехала год назад. Радость по осени сменилась разочарованием. Прогулки на улице стали испытанием для молодой мамы. После дождя на проезжей части скапливается вода. Тротуара нет, поэтому приходится либо делить дорогу с автолюбителями, либо идти по газону. Бахилы какие-нибудь пакеты, потому что ни в садик, ни в школу детей отводить мы не можем. Все грязные, все в грязи. Ходим в лужах, отмываем колеса, коляски на руках. Как все другу помогают, все как-то перебираемся. Страдают из-за отсутствия тротуара и плохой автомобильной дороги не только жители новых домов. Большие лужи грязи, которые круглый год, весной, летом, зимой. Яма, в этой яме скопление этой воды, грязи, и пройти по этой дорожке вообще невозможно. Я все лето ждала, думаю, сделают. И каждый раз приходится через эту лужу проходить или обходить. Вторят пешеходам и автолюбители. По их словам, выбоины на дорогах достигли таких размеров, что после поездок в этом районе некоторые водители вынуждены чинить свои машины. Плохо вот дом построили, кругом разворотили, все. Была дорога тут более-менее. Везде эти ямы, не проехать ничего путем. По словам коммунальщиков, они обращались к застройщику. Руководство компании «Стройгрупп» обещало привести дорогу в нормативное состояние после сдачи дома 14/01Б. Но до сих пор никаких изменений не произошло. Более того, строители заявили, что отвечают лишь за придомовую территорию. Все тротуары, все дороги, стоянки, благоустройство территории, в том числе и детские площадки, игровые, все сделано. Все вокруг, все, что входило в пятно застройки этих домов, нами сделано полностью и в 100% объеме. То, что за пределами территории застройки, мы и не имели права там ничего делать. В исполкоме города, куда мы обратились за разъяснениями, нам сказали, что о дорожной проблеме в поселке Зяб знают и обещали выехать на место в начале следующей недели. Светлана Звонарева, Эльмира Гайнудинова, Андрей Буслаков, ТНВ, Набережные Челны. Еще одна дорожная тема из Альметьевска. Здесь инвалид-колясочник Альберт Вильданов не может ни припарковаться у дома, ни заехать в гараж. Отец двоих детей обратился к нам за помощью. Вместе с ним дорогу домой искала Филюза Хамидуллина. Парковаться удобно, и на коляску выходить удобно. Альберт Вильданов живет в этом доме 20 лет. Говорит, раньше проблем с парковкой не было. Но последние 3 года ему приходится буквально отвоевывать свое место. Ты это место купил, что ли, говорят? Ну, по-человечески не понимают. Устав ругаться с соседями, он летом обратился в администрацию поселка. Знак «Парковка для инвалида» установили в начале августа, но проблема не разрешилась. Если я вижу, что они выходят только из машины, как бы я предупреждаю или там в окошко кричу, не ставьте. Ну а так, а если уж машина стоит, там уж ничего не сделаешь. А так уж я не знаю еще, как бороться. Знак стоит. У соседей на этот счет свое мнение. Ну, есть машины ставят, но я не знаю, соседи ли это или, может, какие-нибудь гости приезжие просто. Когда свободные места есть, люди ставят машину. Если свободных мест нет, занимают это место тоже тогда. Асфальта нету знака, потому что он плюшевый. По словам главы поселкового совета, установку знака они согласовали с дорожниками и ГИБДД. На специальный столб и буквы «П» на асфальте не хватило денег. Потому Альберт Вильданов решил вставить машину в свой гараж. Однако и здесь его поджидала преграда. В 2015 году благодаря нефтяникам дорогу во дворе сделали. Но вот на этот маленький участок дороги в 40 метров не хватило ни асфальта, ни денег. И сейчас, когда идут осенние и весенние дожди, здесь заливает так, что невозможно пройти и проехать на коляске. Вот и так каждый день. Его заявку с просьбой отремонтировать дорогу к гаражу в народном контроле отклонили. Мы сегодня попросили главу Нижней Мактамы пойти навстречу особенному жителю. По поводу этой дороги прямых обращений ко мне не было. Но сейчас обращение есть, будем принимать меры. Чем-то, значит, не чем-то, а, возможно, асфальтной крошкой мы отсыпем, облагородим это место. Если в местном бюджете найдут средства, то асфальт проложат уже в 2019 году. А начнут ли уступать инвалиду место соседи, останется на их совести. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевский район.
Водопровод в казанском поселке Калуга отремонтировали, но только частично. Вчера мы рассказывали, что жители микрорайона больше месяца оставались без воды. Водоканал нам пообещал, что ремонтные работы завершат до 11 октября. И сегодня действительно, как сообщили жители, аварийная бригада заделала брешь в трубопроводе. Однако на улице Хороводной обнаружили еще одну течь. Пока ее не заделают, ближайшие дома останутся без питьевой воды. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Десятки километров, чтобы отправить письмо. 4 раза я пришла, эта почта закрыта. О беспокойствах жителей деревни Высокогорского района Альбина Аслгараева. 250 самых деловых женщин со всей России. Очень сильные, энергичные, заряженные. О передовых проектах в сфере информационных технологий Юлия Муратова. Очередное 42-е заседание Госсовета Республики пройдет 18 октября. Такое решение было принято сегодня Президиумом Татарстанского парламента. Депутаты рассмотрят 33 вопроса, среди которых изменения в земельные и избирательные кодексы Татарстана, законы о Конституционном суде и энергосбережении. Ну а главным вопросом повестки дня ожидаемо станет обсуждение республиканского бюджета на будущий год. Документ уже получил одобрение парламентских комитетов. На традиционный парламентский урок в Госсовет на этот раз вместо учеников пригласили учителей истории, права и обществознания. Фарид Мухаммедшин обсудил с педагогами проблемы в сфере образования, в том числе необходимость тесной взаимосвязи с родителями. В свою очередь учителя предложили провести форум старшеклассников-активистов, руководителей школьных парламентов и учеников, занимающихся общественными и социальными проектами. Знание законов, быть активным в жизни, быть успешным. Знать, в какой республике живешь, знаешь ее историю, знаешь людей, в конце-то концов, кто тебя обучает, какие великие педагоги были в твоем селе, малой родине, его величество учителя, перед которыми мы снимаем шляпу до сих пор и с уважением говорим о первом учителе, который меня наставлял, готовил к жизни. Просим сохранить наше почтовое отделение. С такой просьбой к нам в редакцию обратились жители деревень Высокогорского района. По их словам, уже с начала октября в местном отделении нельзя платить коммунальные услуги, а ездить в район пожилые просто не могут. Газеты и письма пока приходят, но сельская почта уже сократила часы работы, и жители переживают, что ее вовсе могут закрыть. Стоит ли беспокоиться? Альбина Аслгараева. Вот так хором жители деревень Мемдели и Юрдыш говорят, что почта не работает. Точнее, не в полной мере выполняет свои функции. С начала октября сельчане не могут оплатить по квитанциям за коммунальные услуги. 4 раза я пришла, эта почта закрыта. Потому что она увольняется, она не будет работать на эту зарплату. На самом деле проблемы есть. Счета здесь не принимают, а значит будут долги, газ и свет могут отключить, переживают жители. Жителям Юртыша и так приходится ходить до соседнего Мемделя, чтобы оформить подписку. Если и это отделение закроется, то придется ездить в районный центр. По словам сельчан, часы работы уже сократили. Мы уже старики, 80 лет нам. Никогда туда идти. Вот не знаем, что сделать. Перебоев с письмами и периодикой в деревне нет, но жители переживают, что даже этой услуги они могут лишиться, если почта все же закроется. Есть ли основания для опасения жителей Высокогорского района, спросили мы в Почте России. Как нам пояснили здесь, закрытие отделения не планируют. Начальник данного отделения уволился 5 числа. И уже 10 числа мы приняли на его место другого сотрудника, который сейчас проходит обучение. На всякий случай, если вдруг сотрудник еще не будет готов, не пройдет до конца обучения, в понедельник, 15 числа, в деревню Мемдель приедет передвижное почтовое отделение. Такие мобильные бригады полноценно выполняют функции почтового отделения. Они колесят в каждом районе. Автомобиль выезжает в села, где возникают временные трудности. А на постоянной основе в республике население обслуживает более 3500 почтальонов. При этом все газеты и письма должны доставлять вовремя. При возникновении проблем в Почте России просят обращаться по номерам, указанным на экране. Альбина Аслгараева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Высокогорский район. 250 представительниц прекрасного пола со всей России и зарубежных стран. Сегодня в Казани они презентуют свои бизнес-проекты. Открылся форум деловых женщин. Тема «Технологии в информационной сфере». Как уйти в IT, узнавала Юлия Муратова. Хороших вам семей,
благ. Сырия Хайбулова руководит медицинским центром. Лечат они детей с аутизмом по специальной китайской методике. Считает, мамочки, которые остались один на один с такой проблемой, должны знать о разных методах лечения. Цель нашего визита на данное мероприятие, да, именно то, что IT-решения, технологии какие-то. Теперь им важно найти ответ, как привлечь внимание к бренду через интернет. Каждый участник представляет свой проект в сфере информационных технологий, успешно ведет бизнес и делится идеями с коллегами. Мы решаем обычно интеллектуальные задачи, и во время этого у нас идут импульсы головного мозга, которые улавливаются и потом анализируются в программе. Сюда на форум я пришла, чтобы познакомиться с такими же успешными, красивыми женщинами, узнать, как они ведут бизнес. Да? Я вот, например, бизнес стараюсь вести по-женски. Это совершенно другой способ, через любовь, через хочу, через желание. Как превратить свою уникальную идею в бизнес? Цель форума – сделать тему информационных технологий в бизнесе понятной для женщин. На площадке тематические секции, мастер-классы. Блокчейн, продаж через социальные сети, вопросы взаимодействия с Китаем, дискуссии самые широкие. Форум на самом деле хорошая площадка для общения женщин, потому что у нас женщины абсолютно из разных сфер, из разных отраслей. Здесь они знакомятся, друг другом становятся партнерами. Кроме этого, вы видите, очень роскошная выставка сегодня. Предприниматель имеет возможность рассказать о своем бизнесе. Эти идеи сегодня – основа процветания общества завтра, уверены эксперты. Юлия Муратова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Здравствуйте, я восхищаюсь ведущими ТНВ. Такое письмо пришло в адрес нашей телекомпании от жительницы УРУСУ. Его автор Татьяна Фатахова работает в школе и является постоянным зрителем нашего телеканала. А уже сегодня окажется с любимыми ведущими на одном экране. Как это возможно? Смотрите далее. Очень уверенно, не собьется ни разу. Татьяна Фатахова уже 30 лет работает лаборантом в Урусинской школе. Шутит: с ТНВ ложится, с ТНВ встает. Свою симпатию ведущим женщина выразила в электронном письме. Все такие креативные, все такие умные, красивые, с харизмой. Вообще очень приятно смотреть. Добрый вечер, на ТНВ новости. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вначале коротко о главных темах выпуска. Только на первый взгляд работа ведущего – это легкий, приятный процесс. На самом деле это каждодневный и сложный труд. Милюша Кашапова на ТНВ вот уже 13 лет и до сих пор волнуется, как в первый раз, выходя в эфир. Здесь мы работаем в прямом эфире. Это очень важно. Мы можем оказаться в любой ситуации. Может там текст где-нибудь там зависнуть, да, или сюжет не пойти. Все что угодно может быть, поэтому, конечно, мандраж, он есть всегда. Алексей Калиничев, новости Татарстана, самородок. Прекрасный ведущий. Эти слова, как и полагается, мы передали Алексею Калиничеву. Ведущий смущен, хотя в этом году его профессиональной карьере уже 20 лет. Приятно в любом случае всякий раз, когда ты понимаешь, что то, что ты делаешь, оно востребовано. И когда это находит какое-то подтверждение, есть ощущение, что все это не зря. Вещание ТНВ уже давно вышло за рамки республики и даже страны. Телеканал ТНВ «Планета» смотрят зрители в Китае, Иране, Ираке, Турции, Казахстане и многих других странах. Примерная аудитория телезрителей больше 50 миллионов человек. Ты находишься как под микроскопом. Все твои помыслы, все твои мысли, все твои переживания, они как на ладони. Зритель все это видит, все это чувствует. И это тем более накладывает на нас большую ответственность. Нести ответственность и радовать зрителей ведущие нашего канала продолжают на протяжении 16 лет. От телезрителей лишь одно пожелание. Не отдавайте наших ведущих никому. Будут просить в Москву, не отдавайте. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, Марат Зайдуллин, Филюза Хамидуллина и Ирик Хабибуллин. ТНВ, Татарстан. Дикая, но симпатичная. Лисицу прикормил житель Нижнекамска. Он ежедневно ходит в лес с лакомством для рыжей. А вот соседи его любви не разделяют, опасаясь, не больно ли животное. История необычной дружбы в нашем завершающем репортаже. Лисенка! О, лисенка! Может, придет, а может, не придет. Сегодня рыжая подружка Дмитрия Шогина навстречу не пришла. Скорее всего, испугалась чужаков. Когда Дмитрий один, лисица в прятки не играет. Знает, пришел он в гости, как положено, не с пустыми руками. Моя хорошая, спешит, моя красивая. Да-да-да. Сейчас мы ей еще кусочек дадим курочки. Рыжая бестия любит курицу, не отказывается от хлеба и фарша. Если встреча не состоялась, как сегодня, Дмитрий оставляет гостинцы на ветках. Лиса обязательно придет, прикормлена им еще с весны. Я сижу, она выползла сзади
Ну, чувствую какое-то движение, смотрю, лиса. Я говорю, пришла. Я говорю, ну, давай. У меня еще были немножко головы. Ножиком порезал, их потрошил, бросаю. Все. Один день, второй день. Все, каждый день приходил, пока лисята были. Мужчина познакомился с лисой во время одной из своих фотоохот. Рыжая красавица сразу стала любимой моделью. Ее мордочку он теперь узнает из тысячи. В лисе, которую нижнекамцы гоняют палками, считая бешеной, сразу признал свою подопечную. Зря гоняют. Зачем? Дикое, это если больное животное, его же сразу видно. У него, вон и шкура у нее хорошая. А больная, например, она... Ее вихляет. Вот как бешеная собака тоже. Ее вихляет, глаза гноятся. Не подходит, но и людей не боится. Приручено, объясняет Дмитрий. К тому же границы леса рыжая не нарушает. Это люди вторглись на ее территорию, да еще и за палки схватились. А лиса просто ищет своего друга. Молодец какая. Приходишь. Я даже рад, что приходишь. Светлана Звонарева, Наталья Лушникова, Марсель Жураев, ТНВ, Нижнекамск. Сейчас прогноз погоды, а сразу после обо всех чрезвычайных происшествиях расскажут корреспонденты программы «Вызов-112». До свидания. Пока в отношении Кокорина и Мамаева ведут расследование, основным игрокам не до скандалов. Сегодня вечером национальная команда России проведет товарищеский матч против Швеции. На страже сборной 4 футболиста Рубина. Руслан Камболов на домашнем чемпионате мира сыграть не смог. Сейчас полузащитник чувствует себя хорошо и готов помочь команде. Кроме Руслана есть вероятность выхода на поле защитников Федора Кудряшова и Егора Сорокина, а также нападающего Дмитрия Полоза. Матч против Швеции начнется сегодня в 22:45 по московскому времени. А 14 октября наша дружина в Сочи примет сборную Турции. Тренер говорит, очень серьезная команда. Они в обороне очень хорошо играют, компактно. Сегодня тоже разбирали уже на тренировке слабые и сильные стороны. И, надеюсь, победим. Казанский «Уникс» на домашней площадке переиграл Вильнюс Киритос в матче второго тура регулярного сезона Еврокубка. Вторая четверть стала ключевой для определения победителя. «Уникс» выиграл с разницей в 10 очков, на перерыв уйдя с преимуществом +9. Во второй половине встречи Ритос попытался переломить ход игры, однако четвертая осталась за казанцами, которые поставили точку в этой встрече. Итоговый счет 86-73. В завершении к новостям борьбы. В Казани стартуют республиканские соревнования по кряж. Турнир традиционно пройдет на призы Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. В состязаниях примут участие более 300 спортсменов из 45 команд со всего Татарстана. Батыры поборются за победу в 7 весовых категориях. Чемпионат состоится 12 и 13 октября на коврах Дворца единоборств. Начало поединков в 9 часов. Алмаз Гафиятов, ТНВ, Казань. Здравствуйте! В пятницу погода не сойдет с намеченного курса. Изменений не прогнозируется. Подробнее через минуту. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание, 23, телефон 2 167 166. В пятницу солнце будет периодически выглядывать из облаков. Вероятность осадков будет небольшой. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики ожидается незначительное похолодание. Там +4. На северо-востоке Татарстана весь день ожидается хмурое небо и +5. На севере Татарстана 4-5 градусов выше 0. Вероятны осадки. На северо-западе республики солнце иногда будет выглядывать из-за туч и +5. На юго-западе Татарстана температурный фон немного выше 7-8 градусов. Вероятны дожди. В центре Татарстана 5-6 градусов выше 0 и уже ощущается приближение зимы. Спонсор прогноза погоды – клиника Фарм-Т. Лечение аденомы простатита по европейским стандартам, без боли операции на аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фарм-Т. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. В Казани днем ожидается облачная погода, но к вечеру небо уже прояснится. 6-8 градусов выше 0. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 64%. Одевайтесь теплее. С вами была София Егорова. До свидания.